Рассказ, собственное сочинение, рассказ «Аллегория» под названием «Трудный выбор башкирского народа». Башкирский народ вот уже больше 30 лет сидел в колонии строгого режима под названием «Тюрьма народов». Шли годы, день сменялся другим днем, ничего не менялось. Вместе с ним сидели другие народы: татарский, чеченский, чувашский, якутский, бурятский и другие. И вот однажды в стране прошли большие реформы, начались большие изменения, к власти пришли новые люди. И была объявлена большая амнистия. Башкирскому народу предоставилась возможность наконец-то освободиться. Башкирский народ был очень взволнован, не знал, что делать, ходил из угла в угол, думал, размышлял. Никогда в жизни ему еще не представлялась возможность быть на свободе. Что там делать, чем заниматься, он не знал. Он был в нерешительности. И тут ему сказали, что к нему пришел лично поговорить начальник колонии, майор Метрополия. Башкирский народ был удивлен. Как так? Обычно начальник колонии сам лично никому не приходит. Только в редких, исключительных случаях, когда ему что-то надо, он может прийти. А так, обычно он к себе вызывал всегда на ковер. Башкирский народ прошел в комнату, где на столе стояло кофе, сладости. Майор Метрополия пригласил присесть за стул. И началась беседа. Майор Метрополия говорит: слушай, башкирский народ, была объявлена амнистия. Я слышал, что ты хочешь уйти, размышляешь над этим. Я тебе вот что хотел бы предложить. Я тебе предлагаю никуда не уходить, остаться здесь с нами в колонии. Все-таки мы много-много лет уже вместе сидим. Я тебя охраняю. Ты заключенный. Мы уже привыкли друг к другу. И куда тебе уходить? Что тебе там делать? Здесь у тебя все есть. Мы тебя кормим, поем, обуваем, одеваем. Крыша над головой. Тепло. Ну да, в последнее время мы, конечно, перегибали палку. Признаем, что тебя били, издевались над тобой, сажали в карцер, заставляли много и подолгу работать. Но в этот раз все будет по-другому. Начальство пришло новое, либеральное. Они создали комиссию, которая будет следить за правами заключенных. И наши условия мы предлагаем намного лучше, чем были прежде. Мы тебе обещаем, что в этот раз тебе будет сидеться намного проще, намного легче. У тебя будет отдельная своя комната в бараке. Мы тебя переводим с работы, где раньше ты работал в шахте, будем переводить тебя в цех, в теплый цех, отапливаемый. Вместо 3-разового питания ты будешь питаться теперь 4 раза в день. Добавим тебе молочные продукты, фрукты. Раньше мы тебе разрешали 1 раз в 4 месяца свидание с родными. В этот раз у тебя будет каждый месяц свидание. Мы тебе обещаем. Раньше мы у тебя удерживали 90% заработной платы. Сейчас будем удерживать только 50%. 50% будешь оставлять себе. И сможешь как можно больше купить продуктов в нашем тюремном магазине. Поэтому подумай, зачем тебе куда-то идти. Непонятно куда. Ты там не был. Ты там не знаешь, что делать. Мы тебе здесь все дадим. Я понимаю, что тебя сбивают с пути, шепчут твои друзья, твои родственники, которые освободились раньше. Это узбекский народ, казахский народ, азербайджанский народ, это грузинский народ, армянский, литовский, латышский, эстонский, ну и другие. Я понимаю, что у них сейчас свои собственные дома построили они, стали многодетными, но работать-то они приезжают к нам все равно, как вольнонаемные. Мы их обеспечиваем работой. Ну да, я понимаю, ты хочешь сказать, что литовский народ, эстонский,
латышский народ не приезжают сюда работать. Ну, потому что у них есть западные родственники, они помогают им. Но другие-то к нам приходят все равно. А ты вот куда поедешь? Где ты будешь работать? Оставайся, подумай хорошенько. Мы заключим договор с тобой, чтобы все эти слова не были голословными, все наши обещания не были голословными. Мы заключим договор, где все пропишем, все наши договоренности. И распишемся. Ты распишешься, и я распишусь. Башкирский народ возразил ему: слушай, но мы вроде бы как 3 года назад подписывали договор, который ты через месяц уже нарушил. Ты тоже много чего обещал тогда. А до этого мы подписывали еще один договор. А до него подписывали еще один договор. Так зачем мне верить тебе, что 4-й договор, который мы с тобой подпишем, ты будешь соблюдать? Товарищ майор вскочил, начал возражать. Нет, ты что? В этот раз все будет по-другому. Я тебе обещаю, что все, что будет прописано в договоре, все будет соблюдено. Начальство пришло либеральное, не просто какое-то там. Все будет честно, все будет по букве закона. Подумай, не торопись уходить, сказал майор Метрополия и ушел. Башкирский народ остался наедине сам с собой и начал размышлять. Как у любого другого народа, у него была темная сторона и светлая сторона. Темная сторона, которая состояла из жадности, трусости, из нерешительности, шептала на ухо: куда мы пойдем? Что мы там будем делать на свободе? Мы там никого не знаем, нам никто не поможет. Будет холодно, будет голодно, придется строить дом, работать по многу и подолгу. Зачем нам уходить? Здесь у нас все есть, крыша над головой есть, нас кормят, нас поят, нам дают робу теплую, арестантскую. 1 раз в неделю водят в баню. Да и куда мы без нашего старшего брата, русского народа? Он нас охраняет, на вышках он стоит, нас охраняет. Он нас многому чему научил. Научил маршировать, научил работать по многу и подолгу. Научил нас чифер пить, научил нас иногда алкоголем баловаться. Он уже стал нам как родной, как мы его бросим? Светлая сторона, состоящая из ума, мудрости, решительности, храбрости, рассудительности, шептала: надо уходить. Пока предоставилась такая возможность, нужно уходить. Нужно становиться свободными, жить для себя. Создавать свой дом, многодетную семью, радоваться жизни. Чтобы не было больше над нами начальников, чтобы нас не били, чтобы над нами не издевались. Надо уходить. И башкирский народ сидел и думал, и не знал, кому прислушаться. Мораль этого рассказа такова. Мой любимый и дорогой башкирский народ. Среди нас есть те, кто хотят независимости, и есть те, кто боятся этой независимости, кто предлагает остаться до сих пор в России. Возможно, нам в скором времени предоставится уникальная, возможно, единственная возможность стать независимыми, создать свое собственное независимое государство и жить сами для себя. Когда не будет над нами командовать Москва, не будут нам назначать руководителей из Москвы, присылать, не будут разрабатывать наши природные ресурсы без нашего спроса, не будут забирать наши доходы, не будут нас бить, не будут нас убивать, не будут нас отправлять на войну, на чужую войну, на не нашу войну. Так почему бы тогда не воспользоваться такой возможностью? Почему не стать свободными? Пусть мы, наше поколение, еще не сможем жить хорошо, как сейчас живут западные страны, но следующее наше поколение, которое родится уже свободным, в свободной стране, они обязательно станут успешными, страна будет развиваться,
потому что она будет независимой, потому что она будет жить только для себя. Поэтому, мой дорогой башкирский народ, сделайте правильный выбор. Только независимость, пусть не для нас, но для наших потомков. Независимость и свобода лучше, чем рабство, лучше, чем тюрьма народов. Спасибо за внимание.